здесь подошли Васютин Николай Ефремович, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николая Робертовича и Актинова Инга Владимировна, главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. Вот те вопросы, которые у нас с вами возникли вчера, она постарается дать ответ на эти вопросы. И поэтому давайте работать в режиме круглого стола и подведем итоги нашего семинара. Пожалуйста. Так, можно, я, наверное, начну. Уважаемые коллеги, понятно, что в ближайшее время функции по распоряжению земельных участков на населения в районах, вот такая новая последняя реформа. Но она может быть и очень логична, потому что мы тоже неоднократно встречались с сельскими поселениями, с представителями. Есть на уровне сельских поселений, конечно, кадровый голод в области специалистов, которые бы занимались земельными отношениями. И много возникало вопросов, и новые формы появились в земельном кодексе касаемо распоряжения земельных участков, как, допустим, более уточняющие процедуры по, например, перераспределению земельных участков. Да? Слышали, вот, многие, допустим, я не знаю, в районах не начали работать, но в городе УНД уже началась формироваться правоприменительная практика, но и также судебная. Вот, например, вы знаете, что на сегодняшний день собственники земельных участков, если рядом пустует земельный участок и нет площади свободной, то не вправе обратиться, добрать с вопросом о перераспределении, то есть можно, так сказать, своим обычным языком добрать земельный участок. Это бывает очень много таких случаев, когда элементарно тому же самому магазину нужно там расширяться, или, допустим, касается это личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, когда нужно донабрать земельный участок, то есть, понятно, выделялся, допустим, 10 соток, допустим, или 15 соток, а по факту на сегодняшний день у него 20 соток. Конечно, вам до этого как раз я рассказывал по муниципальному земельному контролю, вправе это, конечно, орган местного самоуправления проводить, так скажем, направлять требования об освобождении земельных участков, также и требования по оплате неосновательного обогащения за пользование земельными участками. Вот. Но вот как раз законодательство оно и позволило именно индивидуальное жилищное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, СМТ, ДМТ гражданам, собственникам перераспределять участки. Вот. Здесь вот у нас в городе УНД сложилась какая практика о том, что в принципе в области ИЖС, дачного хозяйства, садоводческого у нас не было каких-либо проблем. Граждане обращались со схемами расположения земельных участков, на котором указывается исходный земельный участок, и далее образуемые и вновь образуемые земельные участки, его границы, какая площадь увеличивается. Вот, и мы рассматривали возможность предоставления с точки зрения градостроительного законодательства. Но была другая такая очень интересная практика, также перераспределение земельных участков, оно предполагает не только перераспределение, так скажем, по ИЖС, УПХ, садоводству и дальше, но и по другим объектам земельных отношений, по другим земельным участкам с иными видами разрешенного использования. Вот. Сегодня тоже общались с коллегами, и они говорят, что наши как раз указали новую судебную практику, которая сложилась в городе, по крайней мере, в судах общей юрисдикции. К нам обратился собственник земельного участка, на котором расположен, допустим, объект, так сказать, складского назначения, с просьбой, чтобы ему выделили земельный участок. Но вообще есть такой тоже момент, что земельный кодекс более детально анализируя, там указывается, возможно это перераспределение в случае, если это направлено на исключение через повосица,
исключение вклинивания, вкрапливания земельных участков. Ну, вот, например, такой случай вот у нас тоже был. Был сформирован когда-то два было земельных участка. Вот один земельный участок, вот здание, так скажем, складское, допустим, торгово-складское, фактически земельный участок. И вот посередине него там был земельный участок, допустим, для размещения киоска. Он внутри этого участка. Ну так получилось, это давно у него уже так и сложились эти отношения. Вот, два договора совершенно разные, понятно, сервитут. Но здесь завершается договор аренды, и, в принципе, собственно, принимает решение не пролонгировать его, то есть арендатор не пролонгировать и так далее. И вот этот бублик остается. И что с ним делать в итоге? Как бы, ну, невозможно, долго. И вроде бы начинаешь формировать торги, с торгов тоже вроде бы как бы вопросы возникают, потому что доступ к нему и так далее, то есть буквально истолкование. И все, и вроде бы как бы невозможно. А вот как раз вот это перераспределение, вот это вклинивание, да, это вклинивание в чистом виде, оно и предполагает, что возможно исключить. Но получилось так, что как бы требования языка, когда исключается вклинивание, вкрапливание через полосицы земельных участков, то это должно быть, например, согласно проекту межевания территорий. Ладно, как бы в городе ЛНУД, это как бы в последние моменты мы начали готовить проект межевания территории, и то не в полном объеме, как это требует нормы градостроительного кодекса. Вот если посмотреть проект межевания, ну, наверное, многие из вас, кто готовил проект планировки, да, территории, проект межевания территории, проект межевания территории намного сложнее документ. Это документ, который позволяет выделить не только существующие, но и позволяет фактически расширить границы, да, вот перераспределить. Это проект межевания территории указывает вновь образуемые земельные участки, да, границы, какие должны быть вновь образуемые и так далее. То есть фактически это детальный документ, на основании которого фактически в дальнейшем проводится работа по государственному кадастру недвижимости, изменений. Так вот, вот этот проект межевания территории как раз вот основанием, хотя вот тоже вот есть интересно в Земельном кодексе написано, в случае, если отсутствует проект межевания территории, то может быть рассмотрена схема расположения земельного участка. И вот здесь у нас возник очень такой существенный спор внутри как бы специалистов. Есть ли такая прямая необходимость всегда требовать проекта межевания? Вот, например, комиссар пришел, да, вот, предприниматель, вот мне хотелось бы добрать до магазина буквально еще сотки, 2 сотки, чтобы расширить. Мы говорим, да нет, слушайте, ну, у нас нет проекта межевания территории и так далее. Вот. Самому ему готовить проект межевания исключительно на его маленькую территорию тоже как бы, ну, это денежные средства, затраты большие. Вот. И, как правило, на этом все останавливалось, но, по крайней мере, мы не исключали такую маленькую возможность о том, что есть другая норма, которая говорила, что именно в отсутствии проекта межевания можно схему расположить. И вот, сложилась такая неоднозначная судебная практика вообще на территории России, ну и тем более на территории Республики Бурятия. Суды, арбитражные суды требуют проекта межевания территории. Если, допустим, как бы это не ИЖС, то есть такие это коммерческие, так скажем, коммерческие виды разрешенного использования участков. Но вот недавно, вот буквально Верховный суд Республики Бурятия вот вынес это решение и удовлетворил апелляционную жалобу заявителя, который сказал, есть же другая норма, по схеме расположения мы можем перераспределиться. Вот есть проект межевания территории? Нет. Но почему я должен ждать, как бы, если есть другая норма в случае отсутствия проекта РСР? По схеме расположения, и суд вынес положительное решение. Районный суд согласился с позицией города, но Республика Бурятия как бы в этой части не согласилась. Вот. Это такая очень интересная, это как бы, наверное, новая, так скажем, если это пойдет и оно устоится в дальнейшем, то это новая, так скажем, страница в области земельных отношений в Республике Бурятия. То есть это возможно будет, когда если предприниматели будут на самом деле перераспределять земельные участки. Но здесь тоже очень много как бы вопросов в том плане, то, что если рассматривать правила землепользования и застройки, это ну, как бы, в любом случае будем делать анализ строительных возможностей, да, перераспределения
здесь именно минимальный, максимальный размер земельного участка. Здесь может быть злоупотребление. Вот почему законодатель изначально сказал о том, что предполагалось, что проект межевания территории нужен, да, для того, чтобы определить, сколько, допустим, предпринимателям возможно, допустим, выделить земельный участок. Я вам просто объясню, в чем станет проблема. Одно из оснований для отказа в перераспределении земельного участка является тот случай, если, допустим, возможно сформировать самостоятельный земельный участок. Вот яркий такой пример. С чем основные отказы, которые в городе имеются, допустим, связаны с следующим. Вот, например, земельный участок, да, вот под ИЖС, вот 10 соток. Да. Минимальный размер для формирования земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в городе, да, по правилам землепользования стройки составляет от 4 до 10 соток. Везде по-разному, да, ведь на самом деле каждый, где-то у кого-то 15, у кого-то 25 и так далее, да. Вот. И в итоге получается так, что у нас бывает случай, вот есть земельные участки ИЖС, здесь у нас соседи, но они не смежные, и между ними есть, допустим, так скажем, свободный земельный участок, да, свободный земельный участок. Вот. И к нам, когда обращаются по перераспределению, то если здесь, допустим, меньше 4 соток, 399, то, соответственно, как бы мы предоставляем. Но тут получается, кто первым к нам обратился. Земельный кодекс не предусматривает случаи, когда два соседа претендуют на это. Там в любом случае по праву первого обратившегося. Вот. Но здесь, вот, если с коммерческой недвижимостью, да, исходить, вот, например, у нас земельный участок есть под склад, да, и вот у нас есть в КЗЗ, например, минимальный размер, минимальный, как правило, земельный размер под склады у нас не указывается, как правило, в основном максимально указывается. И вот представьте себе, что у него склад, допустим, 4000 квадратных метров, а максимально, который под склады может быть, да, вот, или в этой градостроительной зоне, да, 10 тысяч. И в итоге он может 6 тысяч фактически истребовать по большому счету. Если позволяет. Да, если позволяет. Нет, а в принципе, как бы в городе это может быть вопрос, конечно, да, но в районах это очень. И в итоге как бы столкнется два таких момента. Либо здесь можно самостоятельный участок сформировать, либо нельзя. Вот это как бы сложность такая станет, и она в принципе она назревает с учетом этого. Понятно? Поэтому, конечно, проект межевания территории он намного и логичнее, и правильно, потому что говорит, что здесь лучше тогда самостоятельно земельный участок должен быть, и должен быть сформирован, и должен быть предоставлен вот. Какие еще тоже такие, ну, это касаемо перераспределения, но я думаю, что здесь, конечно, когда будет вам давать заключение, здесь надо будет, наверное, отрабатывать именно вопрос, если будет отказ. Это фактически можно, так скажем, на фоне, так скажем, на грани злоупотребления правом, да, рассматривать, ну, как бы так. Потому что понятно, что если перераспределение, то не всегда в данном случае, как бы, может быть, муниципалитет получит больше. Здесь надо как бы высчитывать. Хотя, в принципе, у нас размер арендной платы, да, вот, составляет, если не ошибаюсь, 1,5 же, да, процента кадастровой стоимости. Для юрлиц. Для юрлиц. А как раз по перераспределению тоже там такая же примерно. Здесь надо посмотреть, как бы расчет. Ну, а так, если, допустим, вот, мы тоже, когда рассматривали, если отказывать, то вам надо будет отказывать областного четко, почему здесь самостоятельно земельный участок. Так, ну вот это такой основная проблема, с которой город столкнулся. Теперь вторая, наверное, да, вот, очень такая интересная возможность, особенно открывается, она открылась это по процедуре использования земельных участков. Да, вот, наверное, многие из вас выносили, да, подобные решения. Вот мы тоже, как бы, город начал активно в этой части выносить подобные решения. Вот, допустим, постановление 1300, да, все, наверное, смотрели. Это 30 объектов, когда не обязательно, в принципе, выносить решение о, так скажем, формировании земельного участка. Это выносится решение на размещение объекта без постановки на кадастровый учет, без предоставления сервитута. Это, например, это защитные сооружения, да, это линии связи, где не требуется разрешение строительства, это проезды, пожарные водоемы,
пруды испарители, пункт охраны правопорядка, да, это пункты весового контроля автомобилей, ограждающихся. Ну, видите, тоже везде очень, как правило, пишется, что если это не требуется разрешением на строительство. Здесь, конечно, у нас работает градостроительный устав Республики Бурятия, где четкий перечень оказывается, что требуется, что не требуется. Ну вот особенно, допустим, активно мы начали работать по детским площадкам, спортивным детским площадкам, да, когда особенно, когда выделяются денежные средства на, так скажем, субсидирование на строительство. И требуется именно, чтобы придомовая территория и так далее, и какие-то документы были выделены фактически для размещения детской площадки. Вот здесь как бы мы выносим разрешение, и они очень удобны. Единственная проблема заключается в следующем. Бывает два случая таких. Поначалу мы долго отрабатывали это с ресурсоснабжающими организациями, да, по, так скажем, по линиям электропередач на напряжении до 30 КВ, да, 35 КВ. Вот. Знаете, здесь проблема в следующем. Понятно, что есть два случая. Допустим, к нам пришли ДМТ, где говорят, мы хотим построить линию электропередач. Разрешение не требуется на строительство. Мы выносим это разрешение. Вот, они уже, когда уже вводятся, то есть когда уже построят, получают разрешение, строят и передают уже как бы в АНУД «Энерго». Да? Вот. А когда мы отрабатывали это уже с АНУД «Энерго» этот вопрос, у них возник вопрос в том, что им-то, получается, эти сети необходимо оформить право собственности. А чтобы оформить право собственности, им с них требует управление Росреестром документов на землю какого-либо правила. Потому что есть разъяснения Минэка, которые говорят о том, что да, это возможно вот эти объекты, линейные объекты получать без предоставления земельного участка, без аренды, вот. Но право собственности вы не оформите, они не будут как объекты капитального строения. Вот эта проблема стала для многих ресурсоснабжающих организаций. И, соответственно, на сегодняшний день вы знаете, да, что и вам, кстати, предстоит этот как бы вопрос о том, что многие линейные объекты, да, на сегодняшний день именно кадастровая палата начала требовать проект выживания территории. Да? Вот. При этом тоже, как бы, когда разрабатывается проект выживания территории, с учетом, если посмотреть строительное законодательство, то необходимо сразу же рассматривать проект планировки территории. Это очень такой сложный для нас вопрос стал, потому что это очень затратно, на самом деле, на мероприятие, именно строительство проектов, то есть подготовка этих проектов выживания территории. Не все, во-первых, организации кадастровые, да, вот, вообще как бы сталкиваются буквально 3-4 организации по городу МВД, которые проектом выживания вообще начали и разработали. Вот. Здесь, конечно, с учетом вот этих моментов, наверное, Николай Робертович на следующей неделе приедет, мы будем, наверное, встречаться с имуществом Республики Бурятия, наверное, разрабатывать такие сложные системы. Я понимаю, когда есть линейные объекты федерального, да, регионального значения. Я думаю, не во всех случаях там, именно местного значения нужно, поэтому же территории. Вот. Но вот это как бы основное тоже такое именно по процедуре использования земельных участков, да, вот, что интересно появилось. Но во-вторых, конечно, здесь очень последняя практика именно по предоставлению земельных участков даже с проведением торгов, какая появилась. Вот, в принципе, если проанализировать земельный кодекс, да, посмотреть именно те случаи, когда отказывают, есть основания для отказа в предоставлении земельных участков, один из таких оснований, таких существенных, это именно основание предоставления земельного участка в случае, если невозможно сформировать схему расположения земельного участка. Да? Это, знаете, пункт как раз, я вам скажу, 39 и 10. И статья 11.10, пункт 16
там как раз перечень, который полностью, ну, такой очень спорный такой, не всегда он достаточно, мы вот когда разбираем такие вопросы, конечно, не всегда вот, не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных таких земельных участков объектов недвижимости, пункт 4. Очень такой, очень сложный такой пункт, ну, в том плане, какой, вот, например, у нас очень же много сформировано, так скажем, то есть имеется объектов недвижимости, да, капитальный окс, да, а земельные участки не сформированы. Вот, например, четкий такой яркий пример. Вот имеются двухквартирные жилые дома. Вот. У нас, допустим, по ПЗЗ, а они по ПЗЗ находятся в зоне G1, например, или в зоне G3, а там не предусмотрена внутрь блокирована жилая застройка. И в итоге получается, что мы утверждаем схему расположения, уже фактически у него собственность есть на объект недвижимости, и он противоречит правилам землепользования застройки. Это, конечно, для нас основание, фактически для отказа. Мы это судились, и практика у нас отрицательная пошла. В этой части как бы кадастровая палата четко уставила свою позицию о том, что формируются земельные участки даже под существующие, так скажем, под существующие объекты недвижимости, исходя из только ПЗЗ. В этой части, ну, вам только совет, наверное, в части того, чтобы отработать, допустим, мы отрабатываем, либо увеличивать ПЗЗ, да, как бы виды разрешенного использования, либо второе, допустим, бывало так, что мы просто рекомендовали поменять вид разрешенного использования объекта капитального назначения. Больше вариантов. Так, что еще такое интересное можно сформировать? А еще вот самая такая последняя практика, да, арбитражная, она заключается в следующем. Когда вы будете предоставлять земельный участок и, допустим, отказывать, допустим, идет пересечение с землями общего пользования или земельный участок образован в двух градостроительных зонах, вот у нас было последнее решение, может, я могу вам зачитать его, очень интересно, в этой части вывод от арбитражных судов, но оно спрашивается. Это, да, дело я тогда зачитаю, А10 А10-795/216. Это арбитражный суд Республики Бурятия. Вот. Обращался Ананин Владимир Сергеевич. И вывод такой очень интересный. Вот комитет по управлению имуществом города, он всегда, как правило, допустим, если такие есть пересечения, он получает, у нас есть такая служба, как СГД, информационная, то есть служба обеспечения градостроительной деятельности, которая вот ПЗЗ полностью, да, проекты планировки территории, генеральный план, они оцифровали, и они предоставляют нам справки определенные, что вот он идет и спрашиваем о пересечении, но суд сказал, если как бы нету, так скажем, координат, вот этой даже заключения нету координат, и мы не можем говорить, то есть о том, что это доказательство является надлежащим. Вот. И здесь вот как бы тоже вот не все, вот, ну, вопрос в том, что здесь, наверное, больше именно к отделу архитектуры, да, отделам архитектуры, да, комитетам архитектуры, когда будут предоставлять такие сведения, четко именно ссылаться на координаты. Допустим, схема расположения, которая сейчас приходит все предприниматели, да, или физические лица, они все имеют координатные точки. Тогда в таком случае я исхожу из того, что было то, что арбитражный суд говорит, что да, если вы даже выносите отказ с указанием координатных точек, где идет пересечение. Но есть еще такой один момент, и очень самый важный, и большая, наверное, ошибка, может быть, Гордова, наверное, и как бы, вот мы просто как бы работали над этим вопросом в том плане, то, что ведь у каждого заявителя имеется право попросить орган местного самоуправления, в случае, если, допустим, схема, вот, допустим, бывает такой случай, яркий такой пример. И это, смотрите, вот земельный участок, вот, например, да, он частично, буквально частично, квадрата 10 выходит на другую градостроительную зону. И у нас архитектура, но, к сожалению, архитектура, допустим, говорит, все, у нас пересечение и так далее, основания для отказа.
Специалисты тоже выносят. Но это большая ошибка, потому что если отрабатывать предпринимателя, то немножко другой должен быть подход. Ему должны указать эти координатные точки и предложить свою схему расположения. Вот это право есть в земельном кодексе, и когда даже элементарная форма заявления вы будете готовить, что с возможностью изменения схемы расположения. Это будет вам меньше негатива вот, со стороны предпринимательского сообщества. Вот тоже скажу. А вот если, допустим, будут какие-то вопросы, на сегодняшний день я из администрации города ушел как бы помощником Николая Робертовича Кудуеву. Николай Робертович на сегодняшний день является зампредседателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. То есть все вот эти как раз вопросы муниципально-частного партнерства, да, государственно-частного, все земельные отношения, эффективность распоряжения муниципальным имуществом находятся в виде комитета, поэтому вот, для нас очень важно, если вы будете направлять, какие моменты, где надо изменять. Потому что понятно, что прошла идет и вовсю идет реформа земельного законодательства, да, она уже прошла, и сейчас первые результаты уже видны. Идет, реформа ожидается, кстати, закон о садоводстве, да, введение дачного хозяйства. Да. Поэтому мы готовы всегда выслушать, работать эти вопросы на законодательстве. Большое спасибо. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы? Координаты можете дать? Да, давайте, конечно. 8 983 4 35 34 46. Еще раз. 8 983 4 35 34 46. Еще раз можно? Ага. 8 983 4 35 34 46. Николай Ефремович. Хорошо, спасибо. Вам успехов на новом поприще. Если с Николаем Робертовичем оправдать доверие наших всех избирателей, ну, непосредственно по специальности, по специфике работы, конечно, вы правильно нас призвали. Будем сотрудничать и работать как с правительством, так и с организацией. Спасибо большое. Так, далее, уважаемые коллеги, у нас пришла Инга Владимировна Актинова, представитель Министерства природных ресурсов. Вот по результатам вчерашнего разговора, продолжение, вкратце информация и дальше диалог, вопрос-ответ. Пожалуйста. С 1 января 2016 года субъект Российской Федерации наделены полномочиями по организации сбора, транспортирования, обработки, реализации успешных экономических произошло перераспределение полномочий за органы муниципальных образований на уровне района городских торговых участвуют в этой деятельности Данные полномочия на уровне субъекта у нас реализуется генеральным оператором в соответствии с региональной программой разработку схемы, детальная схема разработана, получилось согласование управления Росприроднадзора. Сейчас находится пересогласование. Было направлено во все районы, отзывы получены практически уже всех. Потом, получается, сейчас в ноябре будет объявлен конкурс на отбор генеральных операторов. Определены 4 зоны по республике, получается, будет всего 4 региональных оператора. Региональные операторы, в смысле договора, которые сейчас заключены, скажем, районом на сбор и вывоз отходов, действуют до заключения договора с региональным оператором. Потом, в соответствии, по крайней мере, с проектом правил обращения с коммунальными отходами, региональные все физические лица, как получается, и юридические лица, которых образуются отходы по коммунальным, заключают договора с региональной управляющей организацией, заключают договора с региональным оператором и работают с ним.
региональный оператор в свою очередь, если это определено в конкурсной документации, если у него есть объект размещения отходов, или на его территории образуется более 10% твердых коммунальных отходов, проводит торги на заключение договоров на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. Также он заключает договора с операторами твердых коммунальных отходов, которые занимаются регулируемой деятельностью, то есть это обработка, обезвреживание и захоронение. Ну, в целом, получается, организует процедуру от места накопления до захоронения отходов. Ну, по крайней мере, все это должно быть, по крайней мере, до 1 января, но получается, даже если мы заключим соглашение до 1 января, то, по крайней мере, все равно будет временная влага в плане того, что мы можем подать документы на установление единого тарифа федерального оператора, все равно промежуток, когда этот тариф утвердится. Ну и получается, будет становится тарифа период, когда он должен заключать договора, тоже не одновременно со всеми заключить, что все равно какой-то процесс достаточно тоже не быстрый. И так как практика это новая, тоже свои нюансы имеет. Потом получается, получается, сейчас уже идет переходный период, ну и в органы местного самоуправления рекомендовалось пока руководствоваться действующими документами, также вашими утвержденными правилами устройства, которые у вас так содержат энергетику уборки территории, обеспечения чистоты. Если коротко. Ну и с 1 июля должны все организации, которые занимаются сбором, транспортированием, обработкой, обезвреживанием, утилизацией твердых коммунальных отходов, даже одним из этих видов, должны приобрести лицензию деятельности. Это управление Роспотребнадзора. По работе с районами фокусировали отработали, но на сегодняшний день в половине районов нет организаций, которые имеют данные лицензии. Получается, я не думаю, что кто-то этим отходами не занимается в этих районах. Но кто-то занимается, но без соответствующих лицензий. И получается, существует угроза, что данным организациям могут быть предъявлены претензии со стороны прокуратуры и контролирующих организаций в области приторавного законодательства о том, что веры действуют в нарушение законодательства. Инга Владимировна, извините, пожалуйста, Баунтовский и Иванкийский район. Что из себя представляет эта лицензия? Что она дает? Это разрешение на вывоз ТБО, что ли? На утилизацию? Работу с На деятельность, на организацию. На организацию? Да, потому что любая организация, она получается там, поэтому они подают документы, это Роспотребнадзорская прерогатива. Получается, организация представляет, доказывает, что на какие виды отходов там, не на все виды отходов там какой-то определенный вид получается. Это первый, четвертый класс опасности. Но если это ближе к твердым коммунальным отходам, то они ближе к четвертому классу опасности. Опять же, могут быть содержащие это первый класс опасности. Определяет перечень видов отходов, которым сборами, транспортированием, которым он занимается. Ну, если имеет такое счастье с транспортированием. Ну, если там захоронением, то должны быть объекты захоронения. А если объект обезвреживания, то должны быть оборудование по обезвреживанию, соответственно, или обработка, то есть сортировочный какой-то объект. Ну или если сбор транспортирования, значит объекты, то бишь транспортированные мусоровозы, которые соответствуют с нынешними требованиями. Ну и перечень документов, которые обязаны соответствовать там с объектами. Хорошо, как быть тем районам, у кого нет именно уже организованных этих, то есть свалки-то они имеются, да, то есть эти сами объекты, но они не зарегистрированы, это во-первых, во-вторых, они не соответствуют нормам, утвержденным законодателем. Что делать-то в данном-то случае? А таких очень много, например, Баунтовский, Иванкийский район, труднодоступные поселения и тому подобное. Как быть? Сейчас проект интегральной схемы, который сейчас проходит процедуру согласования, практика, мы тоже задавали вопрос Роспотребнадзор, который нас согласовывал, как мы должны делать, пока не будет объекта, который будет в этом городке. Но получается,
вот они, с одной стороны, получается такая ситуация, Росприроднадзор требует от нас, чтобы мы все эти свалки ремонтировали. Их у нас 314 на сегодняшний день. Спереди есть региональный реестр, 314 наших условных санкционированных свалок, которые не соответствуют требованиям, соответственно, не могут сесть в города. Их, я так поняла, можно условно использовать до момента строительства объекта размещения отходов. И как объект строительства будет построен и введен в эксплуатацию, все эти объекты рядом эти свалки подлежат рекультивации. Их сразу же нельзя. А сейчас, получается, условно можно. Да, и потому что мы даже сейчас конкурсный отбор регионального оператора объявляем. Получается, у нас в республике 3 объекта, которые можно разместить. Это 2 полигона города ЛНТ, которые впритык друг к другу находятся, и 1 полигон в городе Юго-Синодерск. Получается, а зона у нас 4. Получается, если так перечислю, это зона первая, это город Улан-Удэ, Иволгинский, Новосибирский, Бичурский, который включает отдаленно Кинский, Тункинский и Северобайкальский, Мурский, Балтовские районы, самый больше объем отходов, образующие Приморский район, который меньше всего образуется. Потом южная зона это Севингинский, Кяхтинский, Джатинский, Закаменский. Прибайкальская зона это Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский с Курумканским районом. И восточная зона это Заиграйский, Кижингинский, Холинский и Рамовский районы. Ну и получается, если условно в первой зоне у нас как будто полигон есть, город Улан-Удэ, а потом в южной зоне как будто город Синодерский полигон есть, то район Прибайкальский и в восточной зоне условно нет. Ну, особенно Прибайкальская, если в Заиграйском районе сейчас полигон построен, он просто сейчас там отдан аренду предприятие, которое взяло аренду, получило лицензию, сейчас поставит его пророк, действует, чтобы условно какой-то объект все-таки есть, построен. Ну, и выпадает зона, которая, ну и получается, ну и опять же, в любом случае, транспортная, с Балтийского района же город Улан-Удэ все равно не повезут. Улан-Удэ получится. От того проговаривается, что, условно эти свалки будут использоваться, но до момента тех объектов, которые используют территориальные силы. То есть потом, в конце концов, мы все равно их будем возить, да, сюда? Нет, потом они рекультивация, там согласно уже проекту рекультивации. Проект рекультивации там может быть, если маленькие объекты, как они говорят, то видите, у нас еще в республике не было ни одного проекта рекультивации свалки, такого по себе районных людей. Поэтому там какая-то двоякая ситуация. С одной стороны, если будет проект рекультивации, то там может быть Беларусь, там без вывоза, потому что там рекультивать, то согласно с этим требованиям. А если маленькая свалка, то там, возможно, сейчас, которые обнаружили тоже свалки, которые там надо, когда ликвидацию с районов или с местным просят, тогда там получается сразу надо, если это собрать, вывести на объект размещения, санкционированный объект размещения. Владимир, Кабанский район, такой вопрос, почему вчера вас позвали. В первую очередь, у нас последняя практика какая складывается негативная. Прокуратура все рьяно пытается муниципальное образование и население района обязать принять участие в организации деятельности в сфере обращения с отходами. Вопрос был четкий, что именно подразумевается в участии. Поскольку у нас есть все-таки разъяснение Конституционного суда, который четко говорит, что каких-либо обременений на бюджет накладывать это участие не должно. И в то же время в стадии исполнения таких судебных актов в семьи возникает вопрос, что такое участие? Каким способом реализовать его? Хороший вопрос. Мы данный вопрос тоже адресовали в правительство Российской Федерации природы. Условно говоря, если идти юридически, то никто этого права, этого термина никто не обговаривает. С одной стороны, когда судя по здесь не устно, то получается, что определять участие они рассчитаны на уровне субъекта. Субъект решает, что подразумевает участие. Но на сегодняшний день, в принципе, практика показывает, что определять. У нас, по крайней мере, в нашем законе республиканском написано, что мы органы местного управления организуем площадки. Чисто если исходить из практики, я сейчас сформированный проект постановления, который осуществляет региональный оператор и
если даже считать тот же проект правила обращения с твердыми коммунальными отходами, то, как получается, органы самоуправления, видимо, как минимум согласуют места накопления отходов, возможно, и организуют эти места накопления, то есть контейнерные площадки, места временного накопления отходов, а потом работают как бы в рамках правил благоустройства, уборка территории, обеспечение чистоты, и, опять же, организует сбор. Ну, то, что я же говорила, что иногда получается с местным накоплением, площадки работы до захоронения. Получается, вот, он также, например, определяет выделяет этот земельный участок, например, как под объекты безбрежного захоронения, обработки, например, этих же отходов. Потому что это как бы работа с земельным участком больше ближе к вам. Вот только единственное показывает, что конкретнее, собираемся. То есть законодатель даст расшифровку. Как это диктовать? Я думаю, просто, видите, проблема в том, что как бы это все новое для нас. И я думаю, когда начнем реализовывать на практике, там, в принципе, все вылезет. Ну, вопрос много. Там можно все больше начинать, больше вникаешь, я думаю, Проблема большая, да? да. А вот практика зарубежная все же как-то, все вроде бы решено. Ну, Или далеко не все. Нет, здесь надо учитывать то, что смотрите, у нас до сегодняшнего дня, в принципе, большинство населения, особенно, которые образуют отходы, за эти отходы не платят. Занимаются самовывозом, берут отходы и вы там на свалку, можете скрывает. Практика такая, что я еще поставлю трактор отходы соберу. Раз я вывезу. Нет, кажется, вчерашний день. У нас же во всех поселениях сейчас плата за сбор, по крайней мере, пригородных. Собрал мешочек, я не говорю, там 1200 рублей в год, по-моему, заплатил. Город я не говорю, я имею в виду, Это город. частное, здание, поселение, где эти отходы, в принципе, не образуются в малом количестве, поджигает, таких отходов, может, и нет больших объемов. Просто получается, сейчас получится, что если, например, утвердится единый тариф регионального оператора, у каждого, там, человек, скажем, будет 8, будет 100 рублей, то полгода, это я имею в виду месяца, то получится, что появится социальный момент природы. Получается, если вот как бы в зарубежных странах этот процесс, наверное, пошел бы раньше и дольше, то у нас это как будто бы впервые. Ну да, привычки нет, Да, платить за мусор, да, это свой. да. Ну, это Учитывая, что у нас сколько этих, как бы, на свалках еще накоплено, сколько лет уже, скажем, лет 100 мы тогда эти свалки копили и копятся, а тут еще, теперь еще за нее должны платить. Не, ну это одна сторона дела, да, что гражданин должен платить. Вторая сторона, я считаю, которую мы ведем, Да, вот сейчас как это мы утилизировать. ведем, да, а это потом всё. главное нам это довести до того момента, чтобы этих свалок у нас, в смысле, народ нормально платил, туда свалок этих не было, мы обеспечивали чистую, жили благополучно. Хорошо, а вот Кабанский район, тот же, значит, городское поселение Селенинское, там же есть проект общероссийский, да, вот моногород. Как вообще раскрытие в декларированном плане будет организовано все это? Там по самому проекту моногород организует строительство полигона для командных отходов в настоящий момент. Проведена экспертиза земельного участка, отведен, все. Но после строительства это деньги. Тут, честно говоря, уже не от нас зависит. Вышестоящий, в первую очередь, федерального бюджета, который вроде поставил на 17-18 год строительство этого объекта. Но, скажем, как не каждый год начинается, каждый год это стоит дата. Понятно, ну, по крайней мере, он попал, так сказать, в правовое поле, в эту программу, и возможно, что будет показательный образцов, так говоря, сбора и утилизации. Ну да, в Кабанском районе планируется, что у них это ключевой полигон нашего района. Но согласно проекту, планируется, что там которые разрабатывают, что там получается какая сортировочная элементы сам полигона.
Поэтому там будут через площадки накопления водиться все отходы всего района. Даже часть Привыкайска. Согласно территориальной схеме. Поскольку у нас есть представительство Московской государственной думы, мы вас попросим все-таки вопрос уточнить и по участию в организации обращения с вертком и непосредственно вопрос развития плана города по строительству региона. Скорее всего, прямой вопрос Государственной Думы, да, ну а вот практика года ООН, это что, какова она у нас? Как-то мы только из средств массовой информации слышим, видим частично. А что реально происходит? Я, к сожалению, в этом вопросе, наверное, Непонятно. чем Николай Ефремович на практике знаю не больше, чем вы. Что у нас эти полигоны... Я вот обращаюсь к Инге Владимировне. Как вы Город, считаете? город на сегодняшний день отличается. Есть полигон, который практически заполнен. Каждый год мне говорят, что это, по-моему, последний год работает. В течение уже лет 4, по-моему, да? Каждый год мне говорят, что еще один год проработает, все, он заполнен. Но вот там другой час, что там, еще и сверху, там что да, трамбует, она уже растет, она уже превращается в гору, трамбованную воду. Потом рядом есть еще одна чаша, которую ООО «Парус» настроил, тоже эксплуатирует. В городе в 2014 году был подготовлен проект за строительство завода по переработке отходов, который прошел общественное слушание, получил юридическую экспертизу, но был не поддержан деньгами. Мы заявки делали в рамках ЦП, но нам как бы подвесно. Но завод в любом случае предусмотрен территориальной схемой. Сейчас подписан меморандум с японской стороной, который с той стороны готов проектировать этот завод и построить на своей технологии с вложением части средств, но они ближайшие тоже непонятно. Ну и есть еще такие потенциальные, которые тоже приезжают с которые готовы вложить средства. Поиск инвестора назовем. Хорошо. Это вопрос денег, конечно. Да, город готовит конституционное соглашение о передаче своих мусоросортировочных станций. Объявишь акцессию, наверное. Работать придется. Так, еще вопросы, коллеги, на тему охраны природы или Владимира нету? Тогда есть предложение еще другие тематики пообсуждать, может у кого-то встречные вопросы друг к другу есть, у меня есть наводящие вопросы. Переходим? Инга Владимировна, можно ваш номер телефона? Как с вами можно связаться? 44, 18, 17. Ну, также сайт Минприроды, там все у вас контактные данные есть, да? Вы не спрятали? Не спрятали. Так, я бы хотел, как мы договорились, Иван Олегович, чтобы вы вкратце рассказали по ситуации с Клюевским постсоветом депутатов. В этом году у нас произошел такой момент, случай, когда по инициативе главы поселения был распущен сельский совет депутатов. Все, сейчас мы закончим. Да, но у нас закон стратифера определяет основание порядок распуска представительных органов, то есть в первую очередь это неправомочный состав. И в случае, если совет депутатов не собирается в установленные сроки и проводит заседание, и не принимает или принял нормативный порядок, который не соответствует этому закону. Ну, распуская действующий совет депутатов Клюевского поселения, был, так сказать, опробирован первый метод, то есть совет депутатов в процессе своей деятельности оказался неспособен свои полномочия по той причине, что ряд депутатов в свое время из состава совета депутатов вышли и все личное волеизъявление. Было это еще 2 года назад, но поскольку невозможно представить принять различных правовых актов, таких как устав, бюджет, внесение изменений, где требуется принцип изначально, и, соответственно, представительный орган, избранный в составе меньше, не может следовать свою деятельность, было подано, соответственно, административное исковое заявление. Ну, не знаю, что вам интересно, но самое главное, что хочу вам всем сказать, потому что, как выяснилось, в поселениях такое есть сплошь и рядом, есть такое мнение у депутатов, что если не сложились свои полномочия,
и депутаты в течение 30 дней не приняли решение о сложении соответствующих полномочий, они считают, что через какое-то время, если не принимают участие в заседании заново, их полномочия восстанавливаются. Да, есть такое. То есть, грубо говоря, сами Еще раз, 30 дней? 30 дней дается законом на то, чтобы Совет депутатов принял решение о сложении полномочий. Да. И тут вопрос в том, что закон впоследствии прописывает, что будет, если такого решения не принимается. И у нас бытует такое мнение среди депутатов сельских поселений, в данном случае не только в Клюевской, во многих, я знаю, такие есть мнения, что если решение такое не принято, полномочия считаются не сложившимися. То есть у нас был случай после этого поселения в Клюевском, через год 2 человека вышли и стали работать. Да. И получается вопрос в том, что зачем тогда выборы проводить? Да. Ну, вообще, единственная была изюминка этого вопроса. То есть, исходя из этого, и прокуратура нас поддержала, и суд высказался мнение, что если решение, есть практика Верховного суда России, это, кстати, это решение было опротестовано и осталось без изменения, что суды указали, что если в течение 30 дней решение не принимается, но при этом депутаты не отзывают свое личное заявление о сложении полномочий, их полномочия считаются по причине 30 дней в любом случае автоматически прекращенными. Автоматически. Автоматически. То есть служебная практика уже сложилась Да. в целом По России есть, да. Суд России подтвердил. Да. Ну и буквально в сентябре месяце, 15 или 16 сентября, 19 сентября это решение по Клюевскому поселению было рассмотрено, также оставлено без изменений. Вы туда выезжали? Ну, туда не выезжали. Это было заочно? Это было заочно, ну, можно сказать, да, наше отсутствие, поэтому созванивались, он записали, То есть, уходи. Да. Написал заявление, и все. да, да. Может, даже без рассмотрения. Подобную ситуацию в Шелудском поселении. Я смотрела последнюю практику, что через 30 дней все. Да. Ну, там они все заявления также выходили. Там все, здесь часть хотели, часть не хотели. Ну, Все и были объединены. У нас было бы так вообще вопросов. в Тункинском районе сейчас как ситуация? Пока так же. Понятно. Так, еще У нас же коллеги. вот особенность по формированию райсовета в Мурском районе есть. Когда он формируется из глав и пропорциональных отношений числа депутатов населения. Это единственная форма по Мурскому району. Она пока вот работает. Да? Ну, работает, но она показывает себя все-таки не с лучшей стороны, потому что вы сами понимаете, да, в Мурском районе всего 3 поселения, 2 городских и 1 сельское, плюс сам район. Райсовет сформирован, 3 главы поселения входят, плюс 4 депутата сельских и городских поселений входят. То есть по норме представительства, да. Итого 15 человек это представители поселений, и глава района, он 16-й, он председатель совета. И рядом у него, значит, по конкурсу руководитель администрации. А значит, вот такой сыр-бор, и, конечно же, 3 поселения, они как хотят, так и дербанят этот районный бюджет. Изначально, будь то они, если бы они все сообща работали, была бы единая команда, все равно бы впоследствии, даже вот мы последний раз на Говицыным с Вячеславом Владимировичем ездили, он сказал, эта норма она сама по себе, говорит, такой вариант, впоследствии все равно они разругаются при дележке денег, и она, говорит, ну, не жизнеспособна в дальнейшем. Она будет вести к конфликту интересов внутри поселения, внутри района. И последние, 2-3 созыва, этот момент, эта форма формирования представительного органа районного уровня, она себя как-то не оправдывает. Да, мы экономим на выборах, да, мы вроде бы имеем более-менее подготовленных депутатов, но тем не менее каждое поселение начинает тянуть деньги на себя, на свои объекты, и у них никогда не получается консолидировать бюджет на те или иные приоритетные задачи. Поэтому, если вдруг у вас какие-то поползновения такие будут в районах, пожалуйста, вы это имейте в виду, нам сигнализируйте, мы вам посоветуем, подскажем. Мало ли, вдруг кто-то кинется за этим муйским опытом. Он себя не оправдывает. Ни как с нашей стороны, со стороны республиканских властей, ни со стороны главы района. Глава района, он сам сейчас, вот новый глава там избрался, он говорит, зря мы эту схему заложили, эта мина оказалась замедленного действия. Поэтому каждый депутат, каждое поселение тянет это дело на себя. Они как могут дербанить его на свои нужды. Но это было тоже связано с одним процессом в том же Мурском районе, чтобы отойти от определенных
лиц, которые ранее занимали такие депутатские полномочия, значит, другой формы не было, как вот перейти на другую форму посредством глав и депутатов поселения. Вынужденная была форма. Но она прошла все действительно тоже. Хотя, я как понимаю, разработчик-то пишет в здравом смысле слова, на нормальное общество, которое у нас возникает крайность по жизни. Вообще, конечно, да, в Муйском районе там ситуация очень такая сложная, там и отношение людей само по себе, то есть Бамовский северный район, там менталитет жителей другой, я бы сказал, более такое потребительское отношение, там и ТОС у нас плохо развивается, и отношения, протестное голосование, такое очень хорошо. Там и денег много надо вкладывать в северный завоз, в топливо, продукты и так далее, да, в ЖКХ. Ну и сами климатические условия очень сложные. Так, еще вопросы. Может кто-то чем-то поделиться. Потом еще есть одно новшество в федеральном законе. Требование одно: при поступлении на государственную либо муниципальную службу мы с вами и даже действующие чиновники, да, то есть районного, государственного уровня, мы должны продекларировать свои данные об участии в интернете, в соцсетях. Как реально вы это реализуете? Прокуратура, может, вам это где-то указывала, либо вы задавались вопросом или нет? Как мы это обязаны озвучивать, заявлять? Нам этот вопрос управделами задавали, мы пришли к одному мнению, что... нам город, кстати, поделился своим опытом, что лучше, наверное, это либо указывать в анкете, там, где анкета же есть, да, с фотографией, там дополнительная информация сидит. Автобиография? Либо в автобиографии, да, автобиография, дополнительные сведения, либо в заявлении, что извещаю, что я нахожусь, у меня есть своя страничка ВКонтакте, но ни в коем случае туда работаю и так далее не выкладываю. Я вот сегодня видел Барышноева, говорю, вот этот момент вы как, это по вашей части, по части противодействия коррупции или нет? Он говорит, наверное, нет, но это с точки зрения обеспечения безопасности, да, наверное. Персональные данные, потом безопасность деятельности муниципалитета либо органов государства. Секретно Да. Скорее всего, посредством заявления надо сделать. Ну, если секретно, в анкете можно и не прочитать. В анкете она применима для вновь поступивших. Мы, когда это новшество обнаружили, если я не ошибаюсь, к 1 апреля 2017 года нужно будет отчитаться за 2016 год. Анкета для вновь прибывших это будет работать, а для нас с вами как? Для действующих, да? Мы до сих пор ждем каких-то разъяснений, каких-то актов республиканского уровня, потом актов субъекта. У нас возникают следующие вопросы. Мы сами внутри своей кухни обсуждали эти вопросы. Все ли сайты, все ли страницы нужно будет, что нужно будет там указывать? Какие-то фейковые страницы, на которых меня невозможно идентифицировать, то есть там Иванов Иван Иванович с фотографией китайского младенца. Нужно ли будет освещать там те страницы? Мы очень часто регистрируемся в интернет-магазинах, особенно женщины этим болеют. Идентифицировать там меня нельзя, то есть я туда захожу только на личный кабинет. Нужно ли это будет указывать, потому что многие не помнят все свои контакты, где мы там регистрировались. Мы ведь указываем там все равно свои персональные данные, как минимум телефон и адрес мы там указываем. Вот эти вопросы возникают. И, разумеется, мы же еще третий вопрос, который мы тоже задавались им. Страница была в начале года, в течение года она была удалена. Насколько я помню, как было прописано в законодательстве, нужно будет указать все. Каким образом мы это будем указывать, в какой форме и кто это будет отслеживать. Ведь, предположим, я зарегистрирована на 15 сайтах, на 14 из них там Иванов Иван Иванович, а на одном я Свиридова Татьяна Борисовна. Я указала один. Кто будет это контролировать? И соответственно, каким образом этот контроль потом будет впоследствии выливаться в ответственность. Мы сейчас ждем. Понятно. У нас пока ответа нету. Да. Ответы нет. Вы как помощник, вы являетесь госслужащим? Не, я нет. Специально по трудовой договору.
Мы хотели вам адресовать тоже. Самим нам, конечно, пока хватает Да, справок и доходов. вопросы есть. Я вот тоже просил Барышноева, он 9 ноября выезжает на всероссийский семинар, их всех антикоррупционеров собирает, и попросил, чтобы он задал этот вопрос тоже в Москве. Потому что, конечно, мы рады будем отчитаться и за Иванова Ивана Ивановича с китайской фотографией, но, однако же, в какой форме это должно быть? Ну, хорошо. Еще вопросы, коллеги? Ну, тогда будем завершать. Ну, я хочу выразить благодарность, в первую очередь, конечно, нашим коллегам из Брянского госуниверситета, Борис Константинович, вам, нашей ассоциации, которые, ну, вы всегда являетесь у нас объединяющим таким началом. Вам, уважаемые коллеги, вашим руководителям, главам районов, которые смогли направить вас, да, наверное, недолго, ну, не то что думали, а как же мы 2 дня без нашей правой или левой руки и наших юристов. Вам большое спасибо. Я надеюсь, что эти 1,5 дня были продуктивными для вас. Кто-то узнал новое, кто-то сейчас, ну, познакомились хотя бы вживую. Мы будем рады, что наше общение будет носить и неформальный характер, и в гости друг к другу ездить, и выручать по каким-то, даже бывает и по личным вопросам. Многие отдыхают на Байкале, да, выехали до Выдвина, либо в Анхолок, машина сломалась, а у нас есть здесь зачиняет. Ему позвонили, либо кто-то поехал в Северобайкальск, там есть прекрасные тоже, либо в Тунку поехали, да, отдыхать. Дай Бог, не дай Бог. Нет, я не дай Бог про историю. Наш коллега, значит, наш коллега из комитета госслужбы нынче в этом году выезжал в Тункинский район, они отдохнули, и ребенок подхватил клеща, девочку. Хорошо, что вот там у нас Таханова Татьяна Викторовна, она помогла на месте, они друг другу знакомы, она не могла организовать, мобилизовать врачей, оперативно они этого клеща вытащили. Все нормально, на анализы они его привезли сюда в УЛНД. Пока ехали сюда, говорит, в Кабанском районе, говорит, девочка вышла в туалет, там еще пару клещей было. Вот, поэтому я говорю, даже чисто житейские какие-то ситуации, поэтому мы рады, что такое общение должно быть, наверное. Ну а по семинару мы бы хотели от вас услышать ваше видение, ваше мнение, правильно мы вас собрали, неправильно, традиционно мы это сделаем, какие-то теоретическую часть включаем или не включаем, или же наоборот, вот, только практикоориентированные тематики нам включаем. Вот, пожалуйста, ваши 2-3 слова, если хотите, предложения, впечатления, что там. Либо мы собираемся в здании правительства, либо наоборот здесь, либо выезжаем в район, смотрим, тот же Кабанск, Мухачевир или еще что-то. Пожалуйста. Да, все было отлично. Все было отлично. И теории достаточно, и практики достаточно. Я думаю, что именно вот новшества в законодательстве так освещены. Все здорово. 44-й ФЗ вчера рассказали? Все сталкивались, да? Ну, как мы уже подтвердили, что необходимость собираться есть, да? Да. Хотя бы раз в год. Вот я хотела спросить периодичность раз в год. Либо раз в год, Ну, либо как раз в год. скажете, да. Это зависит, конечно, от финансов, по линии комитета. Центральное развитие просим действительно отрабатывать и просить больше. Хотя мы и просили больше и раньше, но вот идет сейчас немножко такое урезание. Урезание идет, да. Дела. Но будем настаивать, что у нас круг обучаемых все же возрастает, потребность увеличивается, поэтому мы это линию будем сохранить. Ну и, конечно, с выездом на места, поэтому, я думаю, это лучше посмотреть практику, вплоть до поселенческого уровня, где-то в больших кругах, как, допустим, Селенгинс, там много интересных форм есть. Будем системно проводить данные наши. Да, прошу вас приехать домой, когда приедете, все равно рассказать руководителям, что семинар состоялся, рассказать о работе ассоциации. Вы презентацию сделали, да? Да. Потому что мы до сих пор, мы вроде управделами у нас знают, наши отраслевые специалисты знают. Главами районов спрашиваешь, они говорят, да у нас, говорит, кроме одних взносов, говорит, больше ничем они не занимаются, кроме как собирания взносов. На самом деле это не так.
Работа есть, результат на сегодняшний день есть. Нам есть чем не похвастаться, и нас и Россия отметила. Да, нас Сибирский федеральный округ отметил. Поэтому скажите, вот, что ассоциация в принципе работает, сотрудничество есть, и своими запросами, наверное, Борис Алексеевич вас многих забросал, закидал. Нам он спокойно не дает работать и дышать и так далее. В хорошем смысле, да? Поэтому, ну что, тогда завершаем. Большое вам спасибо. Будем встречаться. Свои пожелания нам тоже направляйте.